О, на Турунську я кукашан душан гуляєш та через баван. О, на Турунську, ой, куй. Трава высокая, мокрая после дождя. Запутаетесь, упадете. Наш путь пролегает по историческому маршруту вдоль Северо-Екатерининского канала. Этот рукотворный водоем в XIX столетии являлся самым крупным гидротехническим сооружением в России. Канал соединяет истоки двух рек, текущих в разные стороны – Северной и Южной Кельтмы. Одна из них впадает в Каму, левый приток Волги, другая – в Ичигду. По ней можно проплыть до Северной Двины. Идея соединения бассейнов великих рек зародилась еще при Петре I. По судоходному каналу планировалось кратчайшим путем перебрасывать жизненно необходимые хлеб, железо и массу других грузов с Урала и Сибири до Архангельска и далее в страны Северной Европы. Но болезнь и смерть императора, череда дворцовых переворотов помешали претворить эти идеи в жизнь. Практические шаги по строительству канала начались лишь с царствования Екатерины II. По ее указу на место стройки была отправлена комиссия из инженеров для изыскания и составления проекта канала между Камой и Двиною, посредством которого можно было бы соединить Каспийское море с Белым. Вот видите, там одно бревно, там другое, а здесь сбоку была стена, только она, видимо, под водой. Земляные работы на канале начались в 1787 году. Строительство Северо-Екатерининского канала возглавлял известнейший представитель российской знати XVIII-XIX веков, инженерный полковник Петр Корнельевич фон Сухтелен, после бывший российским посланником при шведском дворе. Талантливый фортификатор и картограф, полиглот, знавший голландский, русский, шведский, латынь, греческий, немецкий, французский языки, он еще был и серьезным ученым. В 1804 году его избрали почетным членом Российской академии наук как крупного военного инженера, дипломата, собирателя книг и рукописей. Земляные работы на Северо-Екатерининском канале проходили в трудных условиях. Место строительства, что располагается на нынешней территории Коми края и Пермской области, представляло собой царство лесов и топких болот. Бездорожье, суровые зимы, короткое и дождливое лето. Охотников идти на заработки в такую глушь было мало. Строили канал в основном невольники, пленные солдаты, бунтари, участники Пугачевского восстания, крепостные русские крестьяне, каторжники. Орудия труда были самые примитивные – топор, лопата и носилки. Плохо одетые и обутые люди работали по колено в воде, жили в бараках вдоль канала. Для администрации построили городок и назвали Канавой. Соорудили церковь и кабак. Увеселительное заведение весьма усердно посещалось народом, поскольку других удовольствий там не было, и люди, по выражению одного офицера, умирали от скуки и губительной стужи. Хоронили их по русскому обычаю, отпевали и предавали земле. В общую могилу не кидали, как бездомных псов. Кладбище, где покоятся ныне останки людей, героическим усилием которых строился этот канал, находится на городище Вашкар. Туда сейчас не добраться, нет дороги. Это не просто мост,
Это, скорее всего, было специально подпитывающий канал, когда баркасы подходили к первому шлюзу, чтобы набрать воду. Здесь открывались ворота, и вода по этому рову попадала в канал, чтобы баркасы, они были большие, тяжелые, чтобы они могли пройти к первому шлюзу. Обратите внимание, какое толстое бревно внизу. Скорее всего, это из лиственницы, а лиственницу привозили с Урала. Лиственница широко использовалась на строительство канала. Обратите внимание, какие толстые. Они бы уже не сохранились, если бы были из другого дерева. Во время войны с Турцией работы на канале приостановили. Они возобновились лишь спустя 15 лет. Отечественная война 1812 года вновь заставила прекратить работы. За 6 лет вынужденного простоя канал подвергся сильным и естественным разрушениям. Наконец, в 1822 году строительство канала было закончено, и его открыли для плавания судов. В общей сложности строили Северо-Екатерининский канал 36 лет, израсходовав на его сооружение более 1 000 000 рублей. В те времена это были очень большие деньги. Длина канала составила 18 километров, ширина по дну 8 метров. На канале действовали 3 деревянных шлюза. Уникальность конструкции канала проявилась в его живучести. Остатки конструкции шлюзов в северной части канала сохранились до наших дней. Это остатки второго шлюза. Если внимательно посмотреть, мы видим боковые створки и стена. Это, скорее всего, специально, чтобы закрепить стену, чтобы земля не обваливалась. А вот видите, здесь понижение. На 3-м шлюзе, там прямо над шлюзовальной камерой 2 ряда, 36 колодцев. Мы специально посчитали. С одной стороны 36 и с другой стороны 36. Если внимательно посмотреть, на той стороне мы тоже видим, вот видите, там как бы заходят, там тоже, наверное, были эти колодцы. Но для чего эти колодцы нужно? Во-первых, берег удержать, во-вторых, ведь стенки шлюза были деревянные, вода могла уходить по щелям, так, чтобы вся вода не ушла, видимо, в этих колодцах стояла, накапливалась вода. И когда баркасы подходили, там открывали сверху водопустили, чтобы вместе с водой по этому шлюзу уже переходить дальше. Люди были хитрые, канавцы. Чтобы зарабатывать, они специально вдоль канала сажали иву, и пришлось с баркасов кули этого тюка с грузом разгружать. Они переносили по этим непроходимым местам, за это получали деньги. Канавцы. Ну, чтобы хоть как-то выжить, чтобы хоть как-то зарабатывать. Жили неплохо, но, как говорится, богатство давалось трудом. Вот видите, огромная одна шляпка, и там он примерно вот такой высоты и обточен, как гарпун. Зайти зайдет, а обратно не вытащить. Видимо, при помощи этих гвоздей и вот закрепляли эти стены. А вот и кирпич. А вот даже какие-то как цифры видны. Каждый кирпич имел свой порядковый номер. Задумка была весь канал выложить кирпичом. После 3-го шлюза, шлюзов нету. Дальше надо перейти вот через эту 3-ю шлюзовальную камеру и 4 километра идти по болотам. Через 4 километра тропинка выводит к берегу, и там можно идти по заросшему берегу. А через километра 8 начинается Пермский край. Первую навигацию по Северо-Екатерининскому каналу прошло 48 судов.
грузопоток через канал бойко развивался. Но после открытия новых водных путей Екатерининский канал начал понемногу разрушаться, а потом и вовсе утратил свое значение. В 1838 году его окончательно закрыли за ненадобностью. Позднее здесь была открыта мельница. По каналу купцы доставляли муку, соль, продукты питания. Этим рукотворным водным объектом во время весеннего паводка пользовались и местные жители, проходя на лодках с Кану на Вычегду. Непроходимые заросли кустарников, деревьев, крапивы и высокой, с человеческий рост травы, заболоченные подходы к воде. Сегодня Екатерининский канал теряет свои былые очертания, уходит в землю. Природа берет свое. В запустение приходит и село Канава, некогда административный центр стройки века Екатерининского канала, затерянного среди болот и бескрайних лесов. Оқсы, тәтім арна құлянымы қуалым. Ушпи. Татышлы, сізік бұд қадар шетлейін. Мен тәтім етті бәрі үтмаса, гордараным оқтымада шылап кәрідаша, үйіні колмыз. Да, сіз тәтші кәмі бір яз ясы вайлы. Вашим не жул кошада ошқы сулы вақты. Прошлой осенью медведя тут подстрелили. По деревне шатался в поисках съестного. Я червей копал. Смотрю, на меня прямо косолапый идет. Пришлось подстрелить его. Мишка канал переплыл и упал в высокой траве. Где там лишний будет? Магазин был, Так и живем. Продукты привозят сюда 2 раза в месяц. У кого есть пенсия, те красуются. Остальные живут на то, что Бог пошлет. Я, пока ноги не заболели, на рыбалку ходил. Сидел как-то возле костра. Трезвый был. Смотрю, с неба спускается белый человек. Когда он начал подходить, я закричал со страху: «Белый человек!» Я ходил после того случая к покойной ныне бабке Аксинье. Она верующая была. Так та сказала, что это ангел навестил меня. Я, выходит, спугнул его своим криком. Говорят, канал не нужен. Кому он нужен? Вот сколько я вожу сюда детей, дети поражаются, во-первых, героизмом этих строителей. 18 километров не так легко просто пройти, а вот когда им говоришь, вот представьте, они киркой, лопатой, ломом рыли этот канал. В каких условиях они вырыют этот канал? Весной все берега обваливаются, они по 2-му разу, по 3-му роют этот канал. И чтобы они больше понимали значение этого канала, я обычно детям говорю, на 3-м шлюзе прислонитесь руками к стенам этого шлюза, почувствуйте тепло рук этих строителей. А одна учительница, Зоя Степановна Нестерова, руководитель Кровеческого музея деревни Жижем, когда побывала со мной, она не хотела идти. Я ее еле смогла заставить выйти из дома и прийти на канал. А потом благодарит меня. Вы говорите, действительно, вот побывав на 3-м шлюзе, как вы говорили, закрыв глаза, я слышала шум воды, звук кирок, лопат, тихий говор людей. Я это видела, как будто эти люди находятся рядом со мною. Ради этого надо водить детей. Ради этого стоит добираться в такую даль, чтобы почувствовать это. Это изучение истории не по книгам, а непосредственно прикоснувшись к ней руками.